привет! Это телеканал Юрган, проект «Какие люди?» о разных профессиях Республики Коми. Сегодня мы на строительном объекте. Сзади меня очень шумно, потому что стоит машина. Приехала только что машина, которая очень важна в строительстве, на стройках. А сегодня мы познакомимся с людьми, которые непосредственно относятся к этому делу и знают о бетоне все. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, расскажите, это бетономешалка, да? Да, это бетономиксер на... Миксер. Да. Так, для чего он нужен? Он привозит бетон, товарный бетон, который мы заливаем уже в готовую опалубку для изготовления ленточного фундамента. Ага. Он обязательно должен крутиться, да, чтобы внутри В процессе бетон... происходит перемешивание, иначе он застынет и превратится в бетон в процессе езды. Сколько нужно времени для того, чтобы бетон застыл? 70% марочной прочности он набирает за 2 недели. Полноценно 100% набирает за 28 дней. Так. То есть, через 2 недели уже можно, честно говоря, возводить дом. То есть бетон вот в такую штуку, в бетономиксер набирается прямо полностью или половина, может быть? В нашем случае будет 3 машины. То есть полная машина, полная и необходимый объем, который нам нужен. Так, как заливается в конструкцию бетон? Подъезжает машина, видите, у нее желоба. Сейчас он подъедет к опалубке, мы соберем желоба, направим непосредственно в опалубку, и все, водитель подает бетон уже в опалубку. А если вот этих вот рукавов или не хватает, она прямо плюхается в конструкцию? Мы делаем желоба деревянные, то есть по которым уже течет бетон. Желоба готовы, они на заднем плане. Вот эти трубы, они нужны для чего? Для продухов. То есть, чтобы подполье дома, оно проветривалось. Так, хорошо. Бетон будет заливаться полностью вот до верху этой конструкции. Да. Здесь горизонт уже опалубки отбит в ноль. Разница по длине 3 миллиметра. То есть уже готовый бетон, то есть по данную крышку будет заливаться. Сейчас мы можем наблюдать процесс этот. Пойдемте, пройдем поближе. Все это время, получается, что это, как это вот назвать? Это бетономиксер. Да, а вот сама вот эта штука отдельно как-то называется? Без понятия. Без понятия, все правильно. В общем, вот этот котлован огромный, да, он крутится постоянно, да, даже когда сливается. Да. Отлично. Скажите, пожалуйста, пока идет процесс, вот как можно залить бетон в труднодоступные места? Вот если вот с помощью бетономиксера не залить. Мы вызываем иногда, помимо шоссейной техники, такой же бетономиксер на базе вездехода. То есть у него специальные колеса. Если не можем подъехать бетономиксером, вызываем технику, просто привозим песок, привозим цемент и начинаем замешивать по месту. И там дальше, по сути, рабочие уже его раскидывают, да? Лопатами сейчас будет это все продвигаться вглубь опалубки, вглубь дома. То есть подача идет в близлежащие районы, куда можем дотянуться. Дальше все лопатами. Хорошо. Техника в данном случае подойдет с этой стороны и вот с правой части. Качество бетона, оно же тоже может быть разное. Вот как по виду узнать, что бетон хороший или плохой? Какой вопрос? Изначально мы сами-то не мешаем. Мы заказываем готовый, сертифицированный. Бывает же не... Для дома положена маркой не меньше 200, то есть 200. Мы заказываем 250-ю. Еще лучше. С запасом легким, да. То есть мало ли что. Как проверить? Еще в процессе заливки мы глубинным вибратором, прошу обратить внимание, там глубинный вибратор для бетона. Вибрируем бетон. Да, поближе посмотрим. Вот желтенькое, да, вот с этим шлангом. Это глубинный вибратор для бетона. То есть мы его залили, в бетоне могут быть пустоты. Правильно? Чтобы этих пустот не было, раковин этих не было, мы начинаем вибрировать. И он очень плотно проседает.
То есть внутри там кладется вот подложка, как я вижу, да? Специальная? Это рубероид, чтобы молочко не проходило вглубь. Ага. Я могу вкратце рассказать о технологии. То есть, Давайте, конечно. легко. То есть изначально мы сделали песчаную подсыпку 350-400 миллиметров, пролили водой и протрамбовали. Далее уложили нетканку. Нетканка нужна, чтобы слои не смешивались. Далее идет щебень 350 миллиметров. Засыпали и протрамбовали. Пошел бетон. Ух ты. Сделали опалубку, арматура 12 и 8 на ячейке. Все связали, усилили угловые соединения. Сделали опалубку по нужным параметрам. И все, пошел товарный бетон. Сегодня вот рабочий... ленточный фундамент будет готов. И сделали продухи, чтобы подполье проветривалось. И потом нужно 2 недели, чтобы бетон полностью высох. Да, через 2 недели я буду разбирать деревянный каркас. Проверять его. Если надо, подмазывать, что редко в нашем случае. И все. Промажу в дальнейшем битумным праймером. Бетон и ленточный фундамент готов. А вот что делать, если все-таки в бетоне внутри остался воздух, да? Вот этот агрегат не помог, вот что в данном случае? Он поможет. Он так выдавит бетон, что из щелей все польется. Нет, он мощный, я честно говорю. Так, мешаем. Что еще интересного можно рассказать? Если вот все-таки длины вот этого рукава, не хватает, вы с собой привозите вот эти? Нет, мы из досок сколачиваем... Из досок? Да, вот из данных досок сколачиваем такой жолоб длиной по 2, по 3 метра. Который идет как продолжение. Да, продолжение его и раскидываем вглубь. А вот в данный момент вот это жерло, оно стало крутиться быстрее. Это нужно? Давайте спросим у специалиста. Давайте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему крутиться быстрее стал в данный момент? Потому что обороты прибавил, чтобы вода перемешалась с цементом. Она сухая. А так просто она крутится медленно, чтобы процесс шел спокойно. Да, иначе он замерзнет быстрее. Сколько по времени вы везете бетон максимально? По-разному. Сколько максимальное время, чтобы он не Хоть застыл? целый день. Да. Химией поливаешь и все. Химией? Целый день. Не хотелось бы химией поливать. В моем Конечно. случае мы максимум возили 4 часа. Пойдемте отойдем подальше, а то здесь очень шумно. Мне кажется, здесь... вибрато для бетона. Ага. По времени изготовления фундамента от 10 до 14 дней. То есть это такой трудоемкий процесс, сложный процесс, тяжелый. Раньше ленточные фундаменты мы заливали каждый месяц, заказов было много. На текущий момент люди стали отказываться. Пошло предпочтение к свайным железобетонным фундаментам. Ленточные становятся редкостью, потому что они дорогие. Как рассчитать объем, который нужен, вот, например, для этого объекта? Как рассчитывать? Длина, ширина, то есть высота, ширина и на всю длину. Кроме того, вычитаем мы объем, который у нас пересекается, и получаем кубатуру. Добавляем небольшой запас и все. И мы такие объем, и вот такие данные мы даем на завод, они нам привозят. Бывают случаи, что машины, они вязнут. И представляете, такая машина встанет где-то в 15 метрах. И все. А у меня 3 машины. Бетон приходится выливать на землю. Мы быстро делаем короб. Под короб прокладываем какую-то пленку, чтобы бетон не пошел в землю. Машина скидывает бетон в данный короб. Мы ищем ведерки в этот момент и ведерками Самим таскать. 15-20 метров начинаем таскать. Бывают такие жуткие истории, и это не одна машина. Это машин 3 мы так принимали. Это вот так по уши в бетоне, но фундамент доделываешь. А убежать нельзя, уйти нельзя, бетон стынет, ты его не бросишь. То есть эти случаи часты. Часты случаи, что машины вязнут, они очень тяжелые. В нашем случае, повторюсь, повезло. И они просто выливают бетон и все, чтобы как-то полегче стать, и выкапываются. Ну что, я предлагаю больше не мешать. Здесь очень много работы, очень шумно, поэтому что могу сказать? Бетон очень полезный материал, но еще и он интересен с точки зрения его работы с ним. Поэтому это телеканал Юрган, проект «Какие люди».